Дорогие друзья, ну что, морозный день, морозные вечера, долгие зимние наши вечера в Якутии, они не проходят даром для наших мастериц. И, друзья, можно выполнить за один вечер вот такую замечательную вещь, вот такую брошь, выполненную в технике вязания крючком. Крючочки могут быть совершенно разными, материал также может быть совершенно разным. И сегодня обо всех секретах изготовления вот такой замечательной броши нам расскажет наша мастер. Это Алгыс Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем. Какие материалы? Так, для изготовления такого цветочка нам нужен такой крючок. У меня он номер 3. И вот такая пряжа. Я выбрала такой цвет, да, белый. Ну, подходит, наверное, ко всем цветам. И в составе, здесь посмотрим, акрил, полиамид и мериносовая шерсть. И за счет шерсти она вот пушится, да, и поэтому она вот получается такая вот, ну, довольно большой, не такой уж маленький цветочек, но из-за пушистости он кажется вот таким вот воздушным. Объемным. Да, объемным. Я вот, например, связала такие цветочки из разных материалов, да. Это, например, хлопок. Она вот таким образом вот выглядит. А это тонкий хлопок, мерсеризованный, 100%, да, и вот получается вот такой вот нежный цветочек. Да, можно сравнить. Да, кстати говоря, посмотрите, друзья, они совершенно разные по, ну, скажем так, вот по материалу, да. Вот это действительно совершенно летний вариант, да, очень такой красивый, изящный, очень легкий, прям вот ветерком повеяло. Вот этот побольше объемный цветочек. Вообще вот такие броши наверняка подойдут, ну, абсолютно всем, да, и молодым девчонкам, и даже девочкам, ну и, конечно, женщинам, да. Вот. И вот внутри я украсила вот такими вот жемчужными бусинами. Еще вопрос, Алгыс. Можно ли, вот здесь у вас по 2 цветочка, да, они выполнены в разных техниках, обратите внимание, вот здесь цветочек у нас выполнен, видите, как вот с такими лепесточками остренькими, а здесь вот с такими закругленными. Можно ли сделать, допустим, несколько цветочков? Да, конечно. Броши? Можно. То есть вот 1, 2, тут у нас по 2 цветочка. Можно связать несколько рядов, и получится у нас тогда там много лепесточков. Да, и более пышная такая более будет. Пышная. Вот, например, вот эти я связала в 2 ряда, поэтому у меня вот получились вот такие. Давайте начнем, да? Начнем. Так. Нить у нас толщиной. Нить, ну, довольно тоненькая. И вот пушистенькая, да. Сначала мы делаем кольцо амигуруми. По-другому она еще называется скользящее кольцо. Вяжем сначала такую установочную петлю. Так. И вот эту скользящую петлю мы будем вязать вот самую внутреннюю часть. Это у нас получается начало, да, круговое вязание. В это кольцо мы вяжем обычные столбики без накида. Вот у нас первый, второй, третий, четвертый. И так до конца ряда мы всего должны сделать 10 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас такой получился ряд. И вот за кончик тянем. Получается вот такой кружочек. Вот и сформировали начало нашего цветочка. И соединяем. Соединяем вот за самую первую петлю. Протягиваем нить. Вот у нас получился кружочек. Вот это внутренняя часть, да? Сейчас мы будем вязать вот арочки из воздушных петель. Для этого в следующую петлю мы вяжем тоже вот, столбик без накида и набираем 5 воздушных петель. Так, 4, 5. И в этот же столбик мы в первый вяжем соединительный столбик. Вот у нас сформировался первый лепесточек. Пропускаем одну петлю и во вторую вяжем. Повторяем то же самое.
То есть у нас должно получиться 5 лепесточков, да? Да, 5 лепесточков. И вот эти арочки из воздушных петель мы будем вязать наши лепесточки. Тогда они у нас получатся объемными. 2, 3, 4, 5. Вот нитка у меня пушистая, поэтому она цепляется. Поэтому каждый материал, да, требует своего какого-то особого подхода. Да? Вот, например, из хлопка вяжется очень быстро, потому что она вот такой мягкая, она текстура мягкая и гладкая, ровная, более, да, гладкая, поэтому. А здесь все лопушится, пушится. Да, поэтому здесь надо. Ну а вообще вот из шерсти мохер можно использовать? Да. Тогда это получится вообще такая пушистая вещь. Воздушная получается. Так. Вот мы связали второй ряд. У нас вот получилось 5 лепестков. И вот каждую арочку из этих воздушных петель мы будем вязать уже наши лепестки. Первый ряд, первым мы вяжем то столбик. Есть увеличиваем, да, увеличиваем вот эти вот лепестки. 3 столбика с одним накидом. Она у нас должна увеличиваться, да? Тогда вот получается форма лепестка. 3. И я делаю еще 2 воздушные петли. И за счет этих воздушных петель у нас образуется вот уголочек, да? Ага, и он уже у нас обретает форму. Так. То есть нужно постоянно считать, да? Или вы уже автоматически? Я уже на автомате вяжу, да, например. Вот у нас уже готовый первый лепесточек. Так, и повторяем до конца ряда. 1, 2, 3, 2 воздушные петли. И уже в обратном порядке идем. 1, 2, 3 и соединительный столбик. Вот. Вот уже у нас 2 лепестка. А вы занимаетесь вот этим рукоделием с какого времени? Я вяжу с самого детства. В первый раз я крючок взяла, когда мне было где-то 8 или 9 лет. И я у мамы нашла клубок нитки и крючок. В то время были алюминиевые такие простые крючки. И попросила маму показать, как вяжется. Да? Мама все объяснила, показала. И с тех пор я уже, можно сказать, не расстаюсь с крючком. То есть не спица, а именно крючок? Да, именно крючок. Я пробовала вязать спицами, но мне почему-то не понравилось. Мне кажется, крючком интересно вязать и проще. Можно что угодно вязать. То есть вы обвязываете практически всю свою семью, да? Да. Это вот шапочки у вас, это тоже вот крючочком, да? Да, это крючок. О, вот это вот да. Некоторые думают, что они связаны спицами. Да, слушайте, я когда увидела, смотрите, я подумала, что это спицами связано. Это не спицы, это крючок. Ой, какая всё. милая такая шапочка. Вот этот узор называется соты, да? Вот такой узор получается интересный. А сколько по времени, допустим, вот занимается вязать? Я могу вязать вот такую такую маленькую шапочку связать за один вечер. За 2-3 часа. Посмотрите. Зависит от сложности, от размера. Если поставить перед собой цель, можно обвязать всю свою семью. Да, за неделю, допустим, точно, если семья большая, получится вполне. А вот эта шапочка, действительно, вот как будто крючком. А на самом деле это тоже другая техника вязания, вот именно там крючочком, уже, да? А шапка бини называется. И вот здесь вяжутся клинья между собой. А потом они тоже соединяются крючком, да? Да. Ой, смотрите-ка, вот переверну. Это цельное вязание. Если ты вяжешь, допустим, спицами, я вяжу спицами, обязательно нужно, допустим, если клиньями связать, то будут видны
ну, скажем так, вот места изнанка. соединения, да? Ага. А крючком, оказывается, вообще ничего не видно. Да, можно Хоть с прям этой вот стороны, хоть с кончики. другой стороны. Ага. Абсолютно одинаково смотрится. Как здорово, Вот у нас как уже красиво. готов первый ряд. Далее мы вот будем вязать второй ряд уже вот под эти лепестки. Вот в эти, в центр этих лепестков. Мгм. Это уже нижний ряд Да, пойдет, это уже нижний ряд Посмотрите, друзья, то есть мы получается. повторяем полностью вот именно вот это наше изделие, наш образец. Первую, скажем так, вот украшающую часть мы уже связали цветочек, да? у нас И вот получается, сейчас приступаем вот более к такой вот большой, скажем так, да? Мгм. Для Детали. этого мы вяжем столбики с одним накидом Мгм. и уже набираем 7 воздушных петель, потому что второй ряд у нас уже получится побольше. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так в этот же центр. Вдеваем. То есть здесь 7, а там было 5, да? Да, там Ага, было 5. в первом ряду А это 5. как-то обязательно вот такое вот, ну, количество соблюдать? Или можно чуть побольше, поменьше? Если сделать одинаковое количество, да, ну, размер получится вот одинаковым. Можно побольше набрать там 9, например, 8 воздушных петель, тогда у нас лепестки уже будут Подлиннее. да, подлиннее, другого размера получится. То есть можно, в принципе, попробовать, поэкспериментировать, потому Да, что это не да. занимает так много времени. Если, допустим, вы захотите сделать вот на такую брошь, ну, допустим, 3, да, цветочка. Один поменьше, здесь вот 5, да, этих как петелек, да, Да, набрано. То есть, соответственно, здесь, а если 3 петли? Не Если получится. 3, получится маленькие лепесточки, и их не будет видно. Но если предыдущий ряд мы вязали из воздушных петель, из 5 воздушных петель, да, то второй ряд должен быть больше все равно. То есть вот такой милой брошью можно, ну, как бы так, украсить свой наряд любой, да? Или там верхнюю одежду какую-то. Вот сейчас мы все ходим в пуховиках, в шубках, да? Ну, в шапочках можно вот как-то найти место, куда заколоть, приколоть Вот как вот эту заколку. вот вещь, да. Или как заколочку можно использовать. Волосы, да? Ну, да, если какой-то вот, допустим, наряд какой-то украсить. А у вас дети есть? Да, у меня сын. Ну, сын, конечно, вы его не Да, учите я вот таким ему вещам, шапки да? вот вяжу. Ага, шапочки. А он как-то не проявляет интереса? Нет. Как это Но все он делает? один раз попросил научить меня. Мгм. Но он совсем маленький, 4 годика ему. А, он совсем крошка. Ему да. все интересно. Конечно, Что в я этом делаю, возрасте, он да. за мной все повторяет. Он любит играть вот нитками, обрезает их, ну, да, и говорит, что это сено. Ага. Так, у нас вот готов второй ряд. Арочки получились из 7 воздушных петель. Ой, ну красиво. Такого, Слушай, да, я бы так и размера. оставила. Да. Можно так оставить? Можно, конечно. Ну, это уже ваша фантазия, да. как вы захотите. И сейчас мы будем формировать лепестки. Так. То есть Вяжем. точно так же каждый Да. лепесточек вы будете обвязывать. А сколько примерно, ну вот так, у нас там 10, да, в каждый лепесток сформирован из 10 петелек. И, соответственно, А здесь 7 петель. 7 петель. Да. 5 и 7. То есть внутренние 5, а внешние 7. Здесь мы уже по-другому вяжем. Сначала идет столбик без накида, потом 3 столбика с одним накидом и еще 3 столбика уже с 2 накидами. По нарастающей, да, когда у нас... То есть, дабы сформировать вот Да, этот вот, в общем, вот Второй, уголочек такой, да, третий у столб. лепесточка. И
вяжем уже 3 воздушные петли. Мгм. И уже в обратном порядке идем. Так. 3 столбика с 2 накидами. Далее 3 столбика с 1 накидом. Мгм. Раз. А вы Два. проводите какие-то мастер-классы, например, по вязанию, ну, не только броши, а, допустим, шапочки, да? У меня есть такое желание, да. Мгм. И только в прошлом году я начала вести блог свой. Мгм. За 2 месяца у меня сколько подписчиков там? 44 подписчика пока. Мгм. Но я и этому рада, потому Но вы что в начале да, пути. да. Ну, представьте, 44 Да. девушки, да, Мгм. которые захотели поучиться у вас. Я бы тоже поучилась Да. у вас. На Мне самом вот деле, ага. заинтересовала шапочка, например. Да. Это поперечное вязание. Я бы связала себе шапочку. На Прелесть. самом деле очень легкая. Мгм. Техника легкая. Называется английская резинка. Мгм. Это вот где шапочка у нас, да? Да. Да, красиво очень. Мгм. Я, кстати, умею вязать вот такую английскую резинку Мгм. на спицах. И Мгм. мне нравится. Да, Вот она очень такая красиво объемная, смотрится. она красивая, и вещи, допустим, связанные вот в такой технике, да, английской, она такая вот, ну, объемная немножко, Мгм. причем с обеих сторон, да? Да. Вот. И вещь, которая связана вот таким вот образом, она, мне кажется, более теплой, что ли, да? Да, да. Хотя на самом Ага. деле в любой технике можно связать, и качество, оно будет одинаковым. Но вот когда вязка вот такой вот уютная, мягкая, пушистая. И, наверное, зависит от материала тоже. Мгм. Это полушерсть. Ну, всем известная пряжа Ализе Мгм. турецкого производства. Мне нравится из них вязать вот шапки, Мгм. шарфики, варежки. Есть ли проблема вот с натуральными, ну, допустим, нитками? То есть вот вы сказали здесь смесовая нить, да? То Да. есть шерсть и с добавлением Акрил. акрила, да? Ага. Ну, наверное, сейчас, учитывая, ну, вообще экономику, вообще мировую, и, да и у нас, да, это какие затраты, допустим, Да. и натуральная шерсть, натуральные ткани, они вообще всегда дорогими Да, были, ага. а сейчас тем более дорогие, да? Потому что цена на них уже с прошлого года, если так сравнить, да, выросла. Мгм. Мгм. И говорю я, что вязание вообще вот хобби, да, творчество — это дорогое удовольствие. Потому На что, самом деле, да. да, на одни материалы уходит, ну, немало средств, если так сказать. Но иногда, знаете, мне кажется, любая женщина, она все-таки должна уметь, ну, маломальски как-то вот, ну, что-то сделать своими Да. руками, да? Это же очень приятно, здорово, когда ты своего ребенка обвязываешь сам. Мгм, Да? да. А когда у меня была малышка, девочка, дочка, да, сейчас она взрослая уже, я с удовольствием вязала ей и платьица, и, ну, не крючком, а спицами, перчаточки. Ну, правда, спицы там, ну, в общем, ручка же маленькая у ребенка, и вот прям вот Да. скрупулезно надо было там. Мелкую, вот маленькую вещь вязать, наоборот, труднее. Сложнее. Да, Пинеточки сложнее. вот эти вот Ага. маленькие, да. А крючок меня всегда изумлял, поражал. И я думаю, боже мой, там, в общем, китайская грамота какая-то. А оказывается, вполне, в общем-то, Наоборот, просто. мне кажется, крючком понятнее. И, да, здесь сплошная математика, как говорится. Мгм. А Всё вы по равно. образованию кто? Я филолог, я учитель якутского языка и литературы. Ой, как здорово. Ага. Какая у вас благородная профессия. И вот в свободное время люблю вязать. Ну вот, когда в школе училась, я вязала вот салфетки по схеме. Тогда интернета же не было, ютуба не Но были было. книжки. Да, журналы были, вот Журналы. Валентина. Мгм. Там были схемы, и я попросила свою учительницу по труду научить меня читать схемы. Мгм. И после этого я вот связала очень много салфеток, они у меня дома у родителей. Там тоже целая коллекция должна быть. Мгм. Мгм. И вязание, оно вот
такое занятие, которое успокаивает человека, да, потому что ты сосредотачиваешься и все внимание вот именно туда, вязание. именно Да. вязание, потому что ты должна не пропускать ни одной петли, да, например. Все должно быть четко. Посчитать все нужно. Да. Такие красивые салфетки у вас еще, вот я гляжу, да? Это вы сами тоже связали? Да, это я сама вязала. Ну, Ой, лет как 10 назад я красиво. вязала. Это из тончайшего хлопка, самым тоненьким крючком. А самый тонкий крючок это какой номер? Номер я точно не 0,5, могу что-то сказать, такое, да? но я могу показать. Угу. Здесь у меня был крючок. Ага. Вот она. Как иголочка прям. Ой, с ума сойти. Вот смотрите, какая Да. она такая тонюсенькая, Мгм. малипусенькая. Ну просто Да. как иголочка, правда, что, да? Но зато изделие получается. И у вас хорошо. крючочек, смотрите, с двух сторон, да? Да. Они одинаковые? Двусторонний. Нет, это разного размера крючки. Это вот побольше вот этот хвостик, Да, а здесь чуть поменьше. побольше. Ага. Так, здесь мы можем посмотреть. Там, наверное, есть. номер. Десятка тут написано. Нет, а тут девятка. Мгм. То есть это размер миллиметров, 10. наверное, да? Да, да. А у вас двойка, да? У меня здесь троечка. Тройка. Вы Ага. сейчас тройкой вяжете, да? Да. Мгм. И самый толстенький вот такой крючочек, посмотрите, вот крючки, Девятый, вот наверное, крючочки. Ну вот таким крючком, наверное, хорошо вязать Одно удовольствие. половики Быстро так. или ага. что-то там, покрывало можно связать, Ага. наверное, да? Шарфы, шапки. Ну, крупные пряжи. Мгм. Я пыталась когда-то, когда ребенок был маленьким, вот у меня такой был примерно крючок, и я вязала вокруг просто вот, Ага. без всяких там накидов или Ага. что-то, ну, в общем, Столбиками. вот столбиками, Ага. видимо, вот эти вот на стулья, вот такие вот, ну, как бы из колготок, в общем, вот такое да, было. Да. Такая мода была раньше, да. То есть детские колготки, которые уже на пяточках дырочки, и, в общем, да, поэтому вот так вот нарезалось все это, потом как-то завязывалось, и, в общем, из колготок превращались такие вот вещи. Коврики, да? Коврики Ага. для стульчика, например. Вот, все. У нас Ух ты! получился такой цветочек. Здорово. Мгм. Потом мы будем прятать вот эти концы. Мгм. С изнаночной стороны я делаю вот так. Мгм. Вот эти Через хвостики. эти петли. Мгм. Сюда, Все это к центру, чтобы это было не центру. видно. да. И вот эти два кончика. Ой, как мило, здорово получилось. Смотрите, завязываю в уголочек. я бы подумала, да, ну, что вот эти вот два цветочка, они связаны отдельно, Да, а оказывается, цельные. да, цельные, причем именно вот с внутреннего цветочка, Мгм. более мелкого, мы перешли на более Да. крупный. Мгм. Вот Ой, получился очень цветочек. красиво получилось. И можно вот такими вот бусинками Угу. Давайте украсим. украсить. Ага. И вот специальные такие продаются булавочки Для брошей. брошек. Это все Так. пришивается. Да, это все пришивается иголочкой. Так. А вот на продажу, допустим, есть такая история у вас? Ну, что-то. Я на заказ вязала, у меня был такой опыт. Так, потом что? Не Так, понравилось? это лет 10 тому назад, наверное, было. Но вы студенткой были тогда? Я тогда Или училась в школьницей? аспирантуре и параллельно еще работала в музее научным сотрудником. И как-то я выложила вот свою страничку в социальных сетях, выложила фотографии своей странички, и мне сразу стали заказывать. Мгм. А заказ был такой: скатерть для круглого стола. И я вязала эту скатерть 2 месяца по вечерам после работы, да, Мгм. по выходным. Он у меня получился диаметром 1,5 метра. Это была моя самая большая работа. Мгм. Такая масштабная. Вот, да. Скатерть, Заказала. самобранка. И вот воротнички я вязала, салфеточки. Ну, люди довольны остались? Да, они были очень довольны. Им понравилось. Ну, здорово. Да. И наверняка сейчас эта скатерть где-то живет Да. своей жизнью такой интересной, да? Мне, Собирает да, семью. прислали фотографию. Там очень красиво смотрится. Мгм. Смотрела? Ну, представляете, это Ага. такая шикарная вещь, да? То Да. есть не просто какая-то там, допустим, скатерть, купленная на Wildberries там или еще где-то, да? Она А. была вот похожа вот на эту,
но уже размер другой был. Дорогие друзья, посмотрите, какая чудесная волшебная история. Посмотрите, вот Алгыз, оказывается, вот в этом году украсила своими, скажем так, доморощенными, да, связанными крючочком вот такие красивые, красивые, невероятно воздушные, ажурные, изящные снежинки. Елка, украшенная своими руками. Это просто сказка. Посмотрите, как здорово. В общем, это связали и накрахмалили. Да, это накрахмаленные. Посмотрите, какие снежинки. красивые снежиночки. Елочка в снежинках. Поэтому Здорово. они очень хорошо держат форму Мгм. и необычно смотрятся. Посмотрите-ка, друзья, вот другая снежиночка. Ой, как красиво! Скажите, а вы сами придумали или это вы Нет. где-то увидели, Да, повторили? я схемы беру Мгм. вот с интернета. Мгм. Там очень много мастериц Мгм. продают свои мастер-классы. Я Мгм. покупаю иногда вот мастер-классы и на просторах вот. Да, вот. мне кажется, если бы вы показали мастер-класс, Мгм. по изготовлению вот таких вот снежинок, но многие бы, Мгм. скажем Да. так, вот пришли поучиться мастерству. Мгм. Классно. Очень красиво. Такие снежинки, шикарно. Вот эти снежинки связаны в технике объемного вязания, да? Мгм. Рельефное вязание называется. И столбики, они вяжутся по другой технике. М. Поэтому здесь нужен опыт объемного вязания. Главное, чтобы руки, как сказать, с опытом Мгм. наладить. То есть, получается, Всё. вы же с детства занимаетесь Да. этим, да? И поэтому Я вот быстро. вы осваиваете Да. постоянно какие-то новые техники. Новые, да. Дорогие друзья, ну вот и получилась у нас замечательная, красивая, легкая, изящная, пушистенькая, мягонькая, красивая брошь, изготовленная буквально за полчаса, даже меньше. И вот здесь вот застежка Алгыз пришила мононитью. Да, мононитью, да. То есть нужна еще мононить. А вот эти вот штучки, они продаются в Да, любом магазине продаются в для магазинах рукоделия. творчества. Ага. Так что, друзья дорогие, будем пробовать.